Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сегодня у нас новая тема, новые правила или новый раздел. Аль-ахзу биль-якин ва тараху шак. Тема у нас называется Аль-ахзу биль-якин. Ахзу биль-якин ва тараху шак. Да. Основа это убеждение. Берем в основу убеждения и остерегаемся. Оставляем, да? Оставление сомнительного. Получается у нас тема третья, да? Пока вторая римская. Сомнительного. Оставление сомнительного. Основа это убеждение, оставление сомнительного. Прежде чем начать разговор или правила вот этого раздела, мы с вами должны разобрать одну вещь. Что такое якин? Якин – убеждение. Что такое зан? Что такое шак? Что такое вахм? И, можно от себя я добавлю джахль. Но это уже не относится к этому состоянию. В основном, то, что касается брать в основу убеждения или точное знание и оставлять сомнительное. Аль-якин, убеждение или точное знание. Якин, точное знание. Точное знание. Когда человек на 100% убежден в этом. Точное знание, точная убежденность, точная основа. Это когда человек знает 100%, что он это совершил. Нет сомнений. Брал я тахарат. Я помню, как сейчас тахарат брал. Мы сейчас помним, как прекрасно читали намаз Иша с джамаатом, что в первом ракете был Али Имран, и во втором ракете тоже был Али Имран. Да? То есть, четко знаю, здесь нету никаких сомнений, какие суры читали или какие аяты читали. Да? Это у нас был якин. И никто в этом не сомневается. Зан, когда на 75% мы в этом что? В русском языке будет считаться как сомневаюсь, в русском называется. А? Я, конечно, да. Предположение. Я предполагаю. Я считаю. Предположение. Предположение. Или я так считаю, я так думаю. Я в этом почти как бы подозреваю. Это будет, но не точно, это не якин, это не 100%, не уверенности нет. Да? Уверенности нет.
это будет считаться зан. Думать о ком-то. Думать, то есть к этому склоняться. Я больше склоняюсь, когда идет у нас что? Если стрелка такая, я склоняюсь сюда. Или я склоняюсь сюда. Да? Вот это я склоняюсь именно сюда, где на 100%, а здесь уже склоняться, что наоборот. Поэтому зан в исламе или в Коране в некоторых понимается как якин. Аллах Субхану Тааля говорит: «Язуннуна аннахум муляку раббихим». Они считают, что они встретятся со своим Господом. Они разве сомневаются? «Язуннуна аннахум муляку раббихим». И сказали те, которые знали, что они встретятся со своим Господом, что мы победим. Это войско Талута, где был Дауд, алейхиссалям. Поэтому в Коране иногда слово «зан» он может пониматься как якин, но это редко. В основном «зан» это или в Коране, в большинстве случаев, это или 70%, или «зан» может быть как шак, сомнение, а может быть как вахм. Они опираются только, иншаллах, мы это возьмем. Поэтому в Коране слово «зан» может быть как якин пониматься, может быть на 70%. Шак это 50 на 50. Это шикле. Шикле. Сомнительно, что-то там 50-50. Да? Вот это будет называться шак. Ну, опять-таки в Коране, в русском языке это будет сомнение. Сомнение. Что-то 50-50. Может и так, может и сяк. То есть нету никаких точных знаний, что так. Нету никаких знаний, что это по-другому. Обратно. Это будет шак. И вахм это 25%, если так уж выражаться так математически, да? Вахм может быть, ну, навряд ли, да, типа навряд ли. Вахм это легкое сомнение или необоснованное сомнение, если так его перевести. Вахм может быть, ну, может быть, где-то здесь кто-то сделать свое дело. Иногда в аэропорту начинаешь, обратно мы посчитаем, да ладно, здесь, наверное, что-то какой-то там бомж прошел, там это, и начинает он себе, но я не отрицаю, возможно, оно было когда-то или что-то, но это всего лишь, то есть это место на самом деле очень многолюдное там, или это, но это не факт. Есть такой маленький вахм. Легкое сомнение или необоснованное сомнение. Когда мы говорим 50 на 50, еще чем-то на самом деле мы сомневаемся. Когда там может быть серьезное есть 50 на 50. А вахм это чуть-чуть приближено к области фантазии или какого-то легкого, может быть, что-то там было. Если жизнь на Марсе, как книга называется одного имама, да? Если жизнь на Марсе. Так, ну возможно, шестеренку уже нашли какую-то там. Или... То есть это вахм. Понятие это вахм. Даже мы не сомневаемся, это когда говорим вообще о галактиках. Если жизнь, например, где-нибудь, там уже мы говорим 50 на 50. Возможно, есть. Аллаху, да? Это уже 50 на 50. Но если что касается Марса, это уже, скорее всего, нет. Вахм. А джахаль это когда уже 0%. Это уже я от себя добавил. Это нашей темы не касается. Человек вообще ничего не знает. Да откуда я знаю? Он не думает и не сомневается, и ему все равно. Да нет, надо, что? 0. Джахаль. Нам очень важно, в основном, чтобы понять наши правила дальше, вот эти темы. Якин, когда точная убежденность. Человек точно убежденный. Зан, когда он склоняется больше, подразумевает, скорее всего так, скорее всего я прав. Шак,
Это когда уже шаг сомнительный у нас наступает в каких положениях? Когда намаз читал или не читал. Я 3 или 4. Вот здесь 50 на 50 он сомневается. Вроде бы или 3, вроде бы и 4. Это уже здесь наступает шаг. Потом с уровня шаг он куда должен перенести? Назан. Он на якин уже не сможет, правильно? Он 3 или 4 читал. Он что максимально, что он может сделать? А? Добавить ракиат, но он точно уже не сможет сказать, сколько он прочитал. 3 или 4 он не может сказать. Все, у него сомнение остается, но он опирается на что? На якин, то, что у него 3-то это точно. Он опирается на 3, на якин, от этого стартует. От этого стартует. Вот этот шаг, он опирает на якин. Первое, чтобы якин сделать, вот опираться на 3, он, то есть 3 или 4 читал, или 4. Он сомневается, 50 на 50, может 3, может 4, 50 на 50. Для этого первый момент он должен зан сделать. Он, то есть, старается найти 3 или 4, но не может. Если не может, тогда уже на якин. 3 точно, 4 уже под сомнением. И вахам это в одном правиле, только вахам нам нужен быть. Нам нужен будет, потому что ля ибрата лиль вахам, у вахама нет в исламе места. Поэтому, если тот говорит, когда ты ему говоришь, айда намаз почитаем. Да нет, брат, там этот, кто-то там что-то сделал, говорит, ля ибрата лиль вахам. Оставь свои фантазии. Все. Иншаллах, у нас это правило. Для айбрата лиль вахам. Все. К этим фантазиям, далеким от реальности, каким-то, вдруг у меня там, некоторые же есть, это уже болезнь. Это уже своего рода болезнь, васвасату шайтан. Или же некоторые всегда думают, что у них рука, тахарат постоянно берут, моют, да, по полчаса может тахарат брать. Это уже все, что шайтан играет на этих уже вахам, чтобы не перейти. Нам нужно будет разобрать шаг, зан. Надо понять, что зан в Коране, он может пониматься как якин в некоторых моментах. В некоторых язуннуна, он может понимать язуннуна как шаг, что он сомневается в этом. Некоторым если что касается заблуждения, Аллах Субхану ва Тааля, значит это вахам, даже у них, они не сомневаются, они даже хуже, чем сомневаются. Они не то, что сомневаются в пророке, саллаллаху алейхи вассалям, они хуже, чем сомневаются. Они больше убеждены, что он пророк, больше убеждены, но себя прикрывают разными какими-то словами и закрывают от себя истину. Как Абу Джахаль, например, да? Который говорил, я знаю, что он пророк. Просто говорит, когда спросят, что у хашимитов есть свой пророк, а у нас, у махзумов, нету пророка. Что я скажу, что у нас, то есть в нашем роду нету, а у них есть. То есть вот такие моменты, то что он уже, или как говорит Ибн Мугира, да, он, когда пророк саллаллаху алейхи послушал, говорит, это не слова человека. А когда все-таки припнул обратно к своим друзьям, и он начал уже наперекор себя говорить, что нет, это говорит, слова колдуна и все такое. Поэтому, когда Аллах Субхану ва Тааля ругает мушриков в Коране, и табиона или адванна, они только, не то что они на 75%, а на 25% у них даже этого нет. У них уровень такой низкий. А шаг нам нужен, когда мы будем разбирать уразу, намаз, разделы такие, хадж. Когда человек на самом деле 50 на 50 сомневается, что ему надо делать. В Коране иногда, перевод Корана, например, неправильный перевод есть. Фазанна аллан нақдира алейхи. Когда Юнус алейхиссалям убежал, что? От Дагвата. Когда Аллах Субхану ва Тааля его отправил как пророка к своему народу, он что сделал? Ушел, испугался. То есть это ответственности. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, фазанна аллан нақдира алейхи. И он посчитал, аллан нақдира. В переводе что идет? Если перевод Корана посмотреть, неправильно там перевод.
что мы не справимся с ним. И совершится предопределенное. Да, что мы не справимся с ним, в переводе, это неправильный перевод. Почему? Как может пророк, пророк, алейхиссалям, подумать об Аллахе то, что он не справится с ним? Правильно? То есть, это неправильный перевод. Что здесь, фазанна аллан нахдира алейхи, и он подумал или предположил, то, что Аллах Субхану ва Тааля не предначертит ему, тагдир ему не сделает. Не то, что слово кудра, слово кадар, кадара, да, и слово кудра, сила, они одного корня. Поэтому кадр или кудра это сила, а кадар это определять, тагдир. Кешенің тагдири, да? Кешенің язмышы, тагдир. И «Ваман кудира алейхи ризкуху». Тому Аллах Субхану ва Тааля кудира ризкуху. Кому что? Сократил его ризк. Сжал его ризк. Кудира алейхи ризкуху, да? То есть он был бедный. Кудира алейхи ризкуху. Это не из-за того, что у него там силы много было. Нет, кудира алейхи ризкуху, то есть ему ризк. И поэтому здесь в Коране насчет Юнуса, алейхиссалям, конечно, перевод неправильный, даже куфрский. Как может пророк думать, что Аллах не справится с ним? Правильно? Это в чем переводит-то? Да? Это дословно перевод, поэтому иногда вот такие моменты в тафсирах они упоминаются. Я вот не посмотрел, но пару этих сразу встречал. А Ибрагим, когда насчет птиц, там какое слово? Разве ты там... А разве ты не веришь? Да. Нет, это, там это не используется. Беля, он сказал, конечно. Сейчас, иншаллах, мы с вами вот этот зан и шак и якин с вами начнем.